На стройку в Подмосковье Урмат Байматова приезжает раз в неделю. К лету здесь, по ее планам, должен вырасти большой дом. В нем смогут жить девушки из Кыргызстана, которые вместе с детьми оказались на улице. Например, в день ко мне обращаются как минимум 6-7 девушек, которых бросили гражданские мужья. Сейчас мы строим кризисный центр для того, чтобы у них было временное жилье, пока мы приготовим им документы и отправим домой. Вместе они смогут поддерживать друг друга. Пока мигрантки теснятся в маленькой двушке Урмат Байматовой, и каждый день в московский офис активистки приходят все новые женщины. У всех истории банальны. Ухажер, сожитель, ребенок. Узнав об этом, будущие отцы почти сразу сбегали, зарегистрировать брак никто из брошенных девушек не смог. Они жили с нашими же киргизскими парнями, сделали никах. Но почему-то на 6-7 месяце беременности парни бросают девушек. Родители большинства из них не знают об этом. 80-90% даже не догадываются. И даже узнав, некоторые запрещают привозить ребенка. Боясь позора или потерять работу, некоторые забеременевшие девушки идут на крайние меры. На самых поздних сроках прерывают беременность. 50 тысяч за аборт на позднем сроке. Я ей сказала, 8-9 месяцев – это же живой человек, как ты это делаешь? Мы отвели ее в милицию, зовут ее Мурзабекова Катя, она кыргызка. В Кыргызстане работала медсестрой, теперь работает здесь. Она раздавала свои визитки на всех станциях метро. Для того, чтобы доказать в полиции, что женщина занималась криминальными абортами, активисты из диаспоры организовали целое представление. Нашли для этого девушку, вот-вот готовую родить. Ей прямо на улице та самая медсестра продала таблетки для прерывания беременности. А потом согласилась сделать аборт в частной квартире, где, по словам Байматовой, не было ни гинекологической кушетки, ни самого простого медицинского оборудования. Там вообще ничего не было, но на полу лежало прохудившееся одеяло. Запах стоял невыносимый, как в общественном туалете. Капельницу, которой они закапывали лекарства беременным, просто прибили гвоздем к стене. Когда мы зашли, они выкинули ее в окно. В полицейском участке, рассказывает Байматова, узнав, что у медсестры растет маленький сын, члены диаспоры заявление забрали. Взамен женщина пообещала сменить работу. Я не хочу, чтобы там моя фамилия и все оставалось там без паспорта. Хорошо, ладно. Я согласен. Однако бросать свой заработок та самая Катя ей не собиралась. Найти ее оказалось несложно, и так же легко медработница согласилась сделать аборт тайно, без всякой регистрации. Гинекологический кабинет женщина на этот раз открыла в районе станции метро Марьина Роща. Ассистирует во время операции ей этот молодой человек, он же помогает уговаривать сомневающихся пациенток. Почувствовав, что клиент вот-вот передумает, медсестра быстро предлагает другие варианты. Сколько криминальных абортов делают уроженки Кыргызстана в Москве, подсчитать, конечно, невозможно. Неизвестно и количество официальных операций по прерыванию беременности среди кыргызстанок. В Москве работают десятки гинекологий, ориентированных именно на трудовых мигранток из Кыргызстана. По словам главврача одной из многопрофильных клиник, аборт – одна из самых популярных медицинских услуг. Мы можем только по своей посещаемости судить об общей картине. Мы арендуем медцентры, аренда очень большая. Даже при желании обследовать их всех возможностей просто нет. Единственное, что мы можем, консультировать тех, кто к нам ходит. Вообще, за медицинской помощью, говорит Момунджан Анаркулович, трудовые мигрантки из Кыргызстана обращаются в самых тяжелых случаях. Как только им становится немного легче, они быстро забывают обо всем. Ни у кого нет возможности нормально лечиться. Они просто снимают острые симптомы и живут дальше. В среднем мигрант получает около 25 тысяч рублей. 5 тысяч отдает за койко-место. Часть тратит на еду и определенную сумму отправляет домой, потому что там ждут этих денег. По самым скромным подсчетам, в России сейчас работает почти 1/10 часть кыргызстанцев, и половина из них – женщины. Из других стран Центральной Азии на заработки в Россию женщины приезжают гораздо реже. Именно поэтому кыргызстанки в России составляют самую уязвимую социальную категорию среди трудовых мигрантов. Тюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Москва.